Хотел слово первому президенту дать. И, вы знаете, да, честно скажу, что тот задел, который Михаил Ефимович создал, он сегодня держит республику на плаву. Потом нам надо дальше двигаться. И вот, Михаил Ефимович, огромное вам спасибо, что вы пришли. Андрей Владимирович, спасибо большое за добрые слова. Ну, я внимательно слежу за развитием нашей республики, постоянно общаюсь и с районами, и отдельными людьми. Нечего обижаться нам. Но обижаться надо в том отношении, что нам надо все же создать, сформировать окончательно рыночную экономику республики. Ее практически нету еще. Хотя о рынке мы вступили 30 лет тому назад. С каких элементов, сегментов состоит рыночная экономика? Каждый потом подумает и скажет, в моем районе это есть или нет эти сегменты, чтобы заработала рыночная экономика. Первое – это рынок труда, рынок услуг, рынок товаров и рынок финансов. За последнее время, последние 10-15 лет у нас идет сползание рынка труда в сферу обслуживания, в социальную сферу. Все меньше и меньше становятся люди, которые непосредственно работают на производстве, в сельском хозяйстве и других видах сельской промышленности и так далее. Вот Андрей Владимирович не случайно, человек опытный, прошедший производство, закаленный в многих сферах нашей экономики страны, он постоянно обращает внимание, я наблюдал, что трудиться надо, зарабатывать надо и так далее. Поэтому, дорогие друзья, вы сегодня-завтра 180 градусов не повернетесь, но со своим активом целенаправленно необходимо работать, чтобы у нас больше людей было в сфере труда, в сфере производства. Конечно, спортивные залы, школы, клубы и так далее надо, необходимо. Но крен-то у нас слишком 180 градусов повернули. Это недопустимо. Все же человек должен трудиться. Творец создал человека, чтобы создавал. Это не надо забывать. Это первое. Второе, на мой взгляд, вот в 90-х годах попытка была, чтобы в каждом селе, в каждом районном центре рынки создавать, чтобы население излишки приходили и продавали там. А потом все это позабыли. Сказали, что мы создали перерабатывающую сельскую промышленность, заготовительные и так далее. Чем они занимаются? Приемкой молока, большинство. Ну, некоторые там мясо. И больше все. Переработки нету, продажи нету. Вот поэтому, говорим, мы все же заработные платы довольно большие получаем. Большие в целом. Но они не остаются у населения. Население закупает привозное все. Раньше, вы молодые, наверное, не знаете, раньше кассовые планы были. Сколько поступило денег на развитие района в виде заработной платы, она должна крутиться в течение этого, в этом районе. Вот почему бытовые комбинаты, промкомбинаты были, что первая необходимость удовлетворять население своим производством. А сегодня это все. Деньги пришли, деньги ушли. Когда мы богаты будем? Когда мы будем ощущать, что мы зарабатываем? Дальше. Все же Министерство финансов должен понять, и прежде всего Дарья Жандоров, вы слишком централизовались 10-15 лет,
централизовали финансовые ресурсы в центре, в Якутске, в министерствах и ведомствах. Вот вы улусам даете еще мизерную дотацию, субсидии, и все на этом. А все остальное идет через министерство. Министерство даже свои гранты начали устанавливать. Министерство должны диктуют, а не глава администрации, улусов. Поэтому центр тяжести. Я всегда в 90-х годах министерство давало нас финансовый ресурс только на содержание аппарата. Остальные все деньги шли на улусы. И вот мизерным бюджетом республики в 2000 году было у нас 31 миллиард республиканский бюджет. И содержали республику. Потому что все деньги шли на улусы. Сегодня вроде занятости занимается улусы, а деньги находятся, понимаете, в департаменте занятости. Они распределяют. Они трудоустройством вроде занимаются улусы, а деньги где-то находятся в Министерстве труда. Такие же структуры социальные, понимаете, политики, администрации в улусах имеются. Они без денег, просто тра-ля-ля. А с Якутска ничего не видно. Вот почему так развиваемся мы. Одни в коммунизме живут, другие, понимаете, в пещерном веке, как говорите. Поэтому вот то, что нынешнего года глава республики начал взять тренд, что все же надо дать финансовые ресурсы улусам. Им виднее. А контроль за Министерство финансов. Это другой вопрос. Поэтому крен работы, вот Андрей Владимирович, я и по возрасту чуть старше, и, возможно, и по опыту, все же 2021 года крен надо взять усиление влияния муниципальных образований. Только тогда пойдет развитие. Но требования увеличить, усилить требования, контроль усилить, это другой вопрос. Насколько я знаю, понимаете, 5-10 лет ни одна глава правительства не отчитывался. Правительство ежегодно отчет проводит перед муниципалитетами, перед населением республики. А ни одна глава, понимаете, насколько эффективно финансовые ресурсы используют, что добились, почему демография у нас не поправляется, почему смертность в одном месте стоит, когда огромное вливание делают, почему бедность до предела уже достигла. Почему? Вот на этот вопрос глава должен нести ответственность и отвечать. Централизация в коммунальном хозяйстве. Я много вопросов, примеров не приведу. Вот Актемцев, в одном пятачке там 2 учебных заведения наук и школа муниципальная. Один за котельные платит 2 миллиона. Это котельная академия наук, малая академия наук. А другая, там же рядом стоит котельная школа, платит за год 11 миллионов. Почему? А потому что академия сами эксплуатирует. А школьная котельная передана, понимаете, Министерству коммунального хозяйства. Почему центральные улусы, которые, понимаете, легко доступные, и транспортная схема хорошая, почему должны централизоваться в Якутске? Почему муниципалитеты не работают? Почему они вот эти огромные расходы взяли бы и сэкономили бы? И так далее и тому прочее. Поэтому это за Министерство финансов. Именно эффективное использование бюджетных средств и децентрализация финансовых ресурсов. У Министерства финансов нет направления стимулировать рост доходов. Муниципалитеты говорят, а зачем нам трудиться, когда вот что-нибудь прибавку получим мы от бюджета?
на будущий год срежут наш бюджет. Вот и все. Вот такое мнение глубоко сидит у глав администрации. Потому что это деятельность, негодная деятельность Министерства финансов. Все сокращать. С одной стороны, мы говорим, муниципалитеты зарабатываете, с другой стороны, все отнимаем. То, что они заработали. Надо было все же, почему-то волнение началось, потому что люди понимают, в чем дело-то. Республиканский бюджет не увеличивается, это не уменьшается, а муниципалитетный бюджет уменьшается. Почему это? Надо было фиксировать, что достигли. И вот тот норматив, который вы вводите, с этого надо начинать, без урезания. Вот тогда правильно было бы, правильный подход. Там 200 тысяч урезали, там 2 миллиона урезали. Вот достигли, понимаете, экономики и наведения порядка. Зафиксируйте, вот прошлогодние, основы сделайте, а дальше по новой методике работайте. Министерство финансов все же надо более внимательно. Товарищ Жандоров, вы давно работаете, хотя не финансист по образованию. Но пора же ведь. То формирование бюджета. Вот я десятками лет одно и то же слышу, ваши подходы. И ультименно так отчитываетесь. Ничего нового в вашем выступлении нет. И сегодня не было никакого выступления. Это новизны. Нового подхода. Именно прежде всего стимулировать за счет развития институтов развития. Создания офисов, понимаете, проектных офисов и так далее. В бюджетной сфере. Как 20-10 лет тому назад информируют, так и информируете. Ничего нового нету подхода вашего. Урезать, прибавлять, урезать, прибавлять. Сегодня новое поколение, вот руководители, грамотные ребята. Вот. Андрей Владимирович, вы правильно отмечаете, что есть ребята, которые умные ребята. Но они как-то затюканы, понимаете, не говорят, не открываются. А почему? А потому что все постоянно давление сверху. Видите ли, нет? Один институт закончили. Оба. Один ниже работает в муниципалитете, а другой, понимаете, в министерстве работает. И пользуясь этим служебным положением, вот все давится. Ты ничего не знаешь, я больше знаю. Такой подход неприменим. Современной кадровой политики и современных подходах. Люди практически все с высшим образованием. И в муниципалитетах, и в районном звене, и сельском звене. Разбираются. Но вместе давайте учите. Вы выше стоите. Вы общение имеете Министерство финансов Российской Федерации. То, что они, какие подходы, давайте обучайте их, наших ребят, в нижнем звене. Вот тогда только работа будет. А если вы будете стоять, как советские власти, понимаете, я выше стою, и предлагаю то-то, то-то, проглотите ваше дело, и все. Такой подход неприменим. Поэтому я вот внимательно слушал, Андрей Владимирович, ваши замечания, реплики и так далее. Вот, огромная просьба навести в этом вопросе формирование новой рыночной экономики, свои новые подходы, свои новые видения, и вместе с командой глав администрации улусов, внедряйте. У нас колоссальные возможности. Я должен сказать, эти годы, особенно прошлый год, вы сумели сохранить огромный экономический потенциал республики. Никто не разорился практически. Все компании на месте работают. Надо держать село сегодня. Село. Наше влияние больших компаний мизерное. Наше влияние должно быть сегодня усилено трехкратно в сельской местности. Увеличению работы муниципалитетов села. Новый облик села создавать.
Вот. А глава администрации все же двойной ответственности. Не только, понимаете, проведением ИСЭХов, олимпиад, соревнований, понимаете, заниматься круглый год. А все же прежде всего трудом. Народ Саха испокон веков выжил в труднейшие условия только своим трудом. Только своим трудом. Вот я пожелаю успеха, Андрей Владимирович, прежде всего вам. Вот. Вы с активом уже познакомились. Вот. Ребята, новое поколение плохое по сравнению с другими регионами нисколько не отстают во всем подходе к решению проблем. Поэтому у вас получится. Удачи. Спасибо.